Филиал турецкой партии ИИ города Кахраман-Мараш организовал пресс-конференцию в связи с решением мэра подписать братский договор с администрацией китайского города Йиву преступлениями против женщин и лесными пожарами. Вместе с напоминанием, что Китай оккупировал Восточный Туркестан и разворовал его богатство, представитель партии подчеркнул, что китайские коммунисты проводят жесткую политику подавления, ассимиляции и геноцида над уйгурами и другими тюрками региона и призвал администрацию города, в частности мэра Хайретдина Гюнгера, исправить эту грубейшую ошибку, не подобающую сынам, имени и славе Кахраман-Мараша. Экономическая война США и Китая отражается не только на экономике и политике двух стран, но и на морском судоходстве. Китай в очередной раз запретил американскому военному кораблю вход в порт Цингтау. Информационное агентство Reuters сообщило, что представитель Министерства обороны США подтвердил, что корабль должен был сбросить якорь еще в воскресенье и заявил, что этого не удалось сделать из-за отказа китайской стороны. На вопросы о причине такого решения представитель Пентагона заявил, что все вопросы по данной ситуации должны быть направлены Пекину. В свою очередь, Министерство обороны Китая хранит молчание в связи с данным инцидентом. После появления сообщений о задержании группы мужчин с бородами в одном из торговых центров города Ташкент, которых отвезли в полицейское управление, где, применив силу, заставили сбрить бороды, департамент полиции опроверг данную информацию и заверил, что правоохранители никого не собираются брить. Вместе с этим департамент напомнил, что увеличение числа полицейских в общественных местах является плановым действием для обеспечения безопасности граждан. Экономическая война между Вашингтоном и Пекином тяжело отразилась на китайской бирже. Китайский юань упал до самого низкого показателя за последние 11 лет. Американо-китайский кризис негативно сказался на азиатской фондовой бирже и национальной валюте развивающихся стран. После заявлений Трампа о введении дополнительных пошлин на китайскую продукцию, в ночь на 26 августа китайский юань обесценился на 0,6%. После отмены особого статуса подконтрольного Индии Джамму-Кашмира в регионе увеличилось давление на мирных жителей и участились спецоперации индийских силовиков. По сообщениям сайта Scroll, после того, как 5 августа была отменена 370-я глава Индийской конституции, в Кашмире участились обыски домов и рабочих мест, был введен комендантский час и усилилось давление на мирных жителей.